Добрый вечер, товарищи. Сегодня мы собрались в день 7 ноября. И как очень по теме поговорить о Советском Союзе. Было такое государство, в котором, все те, кто старше на сегодняшний день 31 года родились, и на территории которого в любом случае мы живем и сегодня в Республике Беларусь тоже. Только у нас реально Республика Беларусь, а о южных соседях остается говорить только как о территории бывшей УССР. Недавно выступал по белорусскому телевидению очень интересная личность, духовная личность, можно сказать, философ Дугин российский. Говорил очень правильные вещи. Немножко странные были некие вопросы и замечания интервьюера. Как говорится, каждый говорит, что считает нужным, в том числе и интервьюер. Красивую, цельную картину вот этого нашего мира, Евразии, то, что называют русским миром, как очень верно другой гость белорусского телевидения недавно заметил, что русский мир — это не мир, в котором всех делают русскими, наоборот. Русский мир — это мир цветущего разнообразия. Это русский мир. А мир Западной Европы, как мы видим, это мир, где записи на мало кому понятном ирландском языке сделаны по всей Ирландии, но все национальное законодательство полностью аннулировано и приведено к брюссельским европейским стандартам. Так вот, маленький пробел был в том, что говорил уважаемый философ Дугин. Он как-то перескочил через Советский Союз, через 70 лет советского государства. Это невозможно делать. Надо перестать играть в эти игры. Надо искоренять необелогвардейщину. Да, мы многое осознаем сегодня иначе. Но и сам Сталин, как в воспоминаниях говорится, шли с вот это Булгакова, знаменитая, как там, Белая гвардия, или как оно там называлось, шли с постановки. И он спросил сына Василия: в чем было, ты понял? Он что-то ему сказал. И Сталин ему сказал: совсем белых, совсем красных очень мало. Остальные где-то посередине. Всем понятно, что история неоднозначна. И если были какие-то тяжелые периоды, и кровавые периоды, и периоды массовых несправедливостей в годы советской власти, надо перестать на это смотреть как на что-то уникальное в истории. Каждое государство имеет свою историю становления, свои моменты борьбы за власть, за установление той или иной власти. Все мы, те, кто живем после Второй мировой войны на этой земле, должны знать, что мы тут живем, потому что промышленная продукция Советского Союза в 1929 году была 1,5 раза больше России перед войной, а в 1940 году она стала в 35 раз больше продукции 1929 года. И только благодаря этому мы все тут живем. Какие были планы, тоже в советских учебниках истории это не писали. Сегодня мы знаем, все больше и больше архивов открываются. Планы на истребление 30 миллионов человек к востоку от Буга к середине 1942 года. Надо начать смотреть на советское государство просто как на государство. Недавно на публичном шоу, излагая роль Сталина в создании Белорусской Республики и другие моменты, участники шоу говорят: как нам оценивать личность Сталина? Да перестаньте оценивать личность Сталина. Кто вы такие, чтобы оценивать личность Сталина? Есть советская история, было советское государство. Наверное, тот, кто 30 лет этим государством руководил, не хочу вообще повторять эти банальности, от чего и до чего. От Сахи до космоса и т.д. Тот, кто был главнокомандующий Победы, давайте его ставим на этом месте. Не надо оценивать его личность. Давайте гордиться всем, чем можно гордиться в нашем прошлом. А тяжелыми периодами мы не будем ни гордиться, ни стыдиться. И будем извлекать из них актуальный какой-то момент. Кто больше всего муссирует тему репрессий? Те, кто представляет себя в периоды, когда имело место массовое доносительство,
Именно по этой причине больше всего покосили военную верхушку и творческую интеллигенцию, потому что в этих кругах больше всего имеет место желание подсидеть друг друга. Так вот, каждый несет ответственность за свои действия. Посмотрите внимательно гениальную пьесу гениального нашего литератора, драматурга, поэта Кондрата Крапивы «Кто смеется опошним». Там скупыми штрихами показаны механизмы 1937 года. И все, это часть истории. Хватит устраивать психопатические разговоры про репрессии. Надо начать воспринимать Советский Союз в его эпохальной роли. И первейшая роль в утверждении тех самых абсолютных духовных ценностей, которые, правда, не привязывались к вере в Бога, но по факту постулировали абсолютно полный разрез первоначальной идеологии западноевропейского марксизма. В Советском Союзе они были обязательными. И та личность, которая их поставил во главе угла, это был товарищ Иосиф Виссарионович Сталин. И с тех пор было установлено, что семья – это ячейка общества. Нигде в марксизме такого не сказано в первоначальном. Было установлены принципы ценности православного мира, сформулированные как моральный кодекс строителей коммунизма. Не Маркс написал его, и не Энгельс, и даже не Ленин. Он был вымучен, может быть, не лучшими одаренными людьми в период Хрущева, без связи с самим Хрущевым, понимая, что общество должно иметь декларированные духовные принципы. И мы должны помнить, что государство, победившее фашизм, в нем были вне закона аборты и уголовно преследовалось мужеложество. Безусловно, мужеложество несовершеннолетних – это было преступление, за которое реально сажали. То, что извращенцы делают где-то тихо сами, не пересекая другие границы Уголовного кодекса, ни за кем не гонялись. Но мужеложество несовершеннолетних, да, было уголовным преступлением, за которое реально карали. А сегодня у нас в республике разрешается мужеложествование детей от 16 лет. Про это все нам стоит подумать. И 70 лет советской власти четко поместить ту красивую, стройную картину, которую нам описывает Дугин. Противостояние нашего ценностного мира миру антиценностному, миру наступающего глобофашизма, миру тех, кто физически наши народы истреблял и хочет дальше истреблять, и Божьей помощью обломается, как обламывались до сих пор. Ничего не меняется. Вот время от времени Европа объединяется против нас. И дранг на хостен. Да, дранг на хост. И стандартно, уже традиционно уничтожается этот фашизм, нацизм и так далее. И опять на 80 лет она порядка... Снова появляется. Снова тишина, потом она снова объединяется, и снова война. Так объединяться начали сразу. Американцы начали объединять против Советского Союза. Да. Ну, мне что больше всего возмущает, понятно, Европа это внешний враг. Но у нас же своя пятая колонна, она им подпевает. Она готовит людей морально, психологически, готовит для того, чтобы вот этой Западной Европе было легче здесь все провести, вот эту вот оккупацию или уничтожение людей, называть это как угодно. И даже вот, когда Михаил Львович затронул вопрос от Иосифа Виссарионовича, возьмем, допустим, учебник истории для 9 класса, история Беларуси для 9 класса, издание 2019 год. Кто там автор? Факт то, что там история Великой Отечественной войны, нигде нет упоминания о главнокомандующем. Нигде нету имени Сталина. Там один раз только упоминается
коммунист, это когда идет речь о том, что немцы уничтожали еврейское население и коммунистов. Все. То есть одна фраза, что их уничтожали. Хотя приказ, который был, инструкция для уничтожения, для фильтрации лагерей, которые получил организация команды, которые здесь занимались фильтрацией, организация группы, там гласилось 12 пунктов, кто подлежал уничтожению. Первых 10 было все, что связано было с партийными советскими органами. 11 шли евреи, и 12 пункт коммунистические смутьяны, и преступники. Вот, пожалуйста, один раз упомянул слово коммунист, хотя все основные пункты, кто подлежал уничтожению, именно... Это тот учебник, где Куропаткин фейк. Да, это все вот тот учебник, да. И этот учебник до сих пор еще учат по нем историю детки. Я недавно встречался с учениками, я видел этот учебник, и все, они учат его. Но я вернусь к теме, простите, сейчас сказать, теме 7 ноября. Надо искоренить, в нашей республике подходит. Слава Богу, белорусы, как народ, вообще практически не были задействованы в белогвардейщине. Все, что было конкретно уже под ниточками, как Булак Балахович, там с его войском, и там совсем немного вообще было у него белорусов войск. Не о белогвардейщине в истории, в историографии должен быть дан решительный отпор. Как в вопросе социальной справедливости, понимание того, что нельзя бежать за Советом Европы, что нельзя давать либерастам опановать все и сами в государстве, как в этом вопросе Россия пошла, слава Богу, за Белоруссию, и глава государства российского за нашим главой государства. Я думаю, в понимании того, насколько необелогвардейщина извращает историю, насколько бессмысленны, и безумны и смешные попытки 70 лет советской истории, которые утверждали исконные ценности вот этой русской Евразии, скажем так, да, убирать. Этот вопрос, который стоит на повестке дня, историография белорусской сегодня. Нет ни о белогвардейщине. Я коротенько. Хочу сказать, что вот просматривая архивы, читая, да, там дополнил Александра Степановича, что там немцы постоянно отождествляют евреи-коммунисты, евреи-коммунисты, евреи-коммунисты. Поэтому они даже не разделяют эти понятия. Хотя ясно и понятно, что коммунисты были не только евреи. Ну, какой-то процент, как население, такое же примерно. И еще одно хочу сказать. И нигде нет мемориала убитым коммунистам. Убитым за то, что они коммунисты. На это обратил внимание Яков Кедми в свое время на российском телевидении. Где мемориал коммунистам? Я думаю, надо подумать нам в республике об этом. Еще хочу сказать по поводу Великой Октябрьской социалистической революции. Как бы там ни лили на нее грязь, что бы там ни говорили, но Великая Октябрьская социалистическая революция задала планку трудовых отношений вообще в каждом обществе. И в капиталистическом обществе пришлось прыгать выше этой планки. И все достижения в трудовом законодательстве, которые есть сейчас и у нас, и на Западе, они все как раз таки благодаря Великой Октябрьской социалистической революции. Более того, после ликвидации Советского Союза обрушились различные позитивные аспекты трудового законодательства. Они сейчас ждут, чтобы вообще это все добить и забыть про это. Соответственно, мы должны действовать в противоположном направлении. Советским наследием гордиться. Мы можем сегодня свободно, смело, открыто анализировать все аспекты и практической, и духовной жизни советского общества, и его ценности, и антиценности, которые кто и как пытался насаждать. С праздником, дорогие товарищи!